История татарской школы искусств начинается с 1992 года. 20 октября 1992 года по инициативе Габдулхака Ахмаджанова, зауча детской музыкальной школы номер 1 и ходатайству Семипалатинского областного татарского общественного центра, решением главы городской администрации Караханова была открыта татарская хоровая детская музыкальная школа. Базой для нее послужило татарское отделение при детской музыкальной школе номер 1. Первоначально школа занимала только одну комнату во Дворце творчества детей и молодежи. Лишь 16 августа 1995 года татарская хоровая детская музыкальная школа получила здание бывшей централизованной бухгалтерии по адресу Академика Павлова, 84. Символично, что этот двухэтажный старинный особняк 1898 года постройки до революции принадлежал зажиточной татарской семье. В декабре 1997 года при содействии двух президентов Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Республики Татарстан Ментимира Шаймиева татарская хоровая школа была реорганизована в Татарскую школу искусств. На сегодняшний день в школе занимаются более 180 учащихся разных национальностей. Дети получают образование согласно учебным планам, утвержденным Министерством образования и науки Республики Казахстан. Преподается вокал, хореография, игра на баяне, фортепиано, гитаре, домбре, скрипке, флейте, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Аттестат, получаемый выпускниками школы, дает право поступления в любое музыкальное учебное заведение среднего звена. Ученики и выпускники Татарской школы искусств неоднократно добивались высоких результатов на конкурсах и фестивалях различного уровня – городских, областных, республиканских и международных. Городские и областные мероприятия не обходятся без участия воспитанников и педагогов Татарской школы искусств. Многие учителя, которые преподавали в то время, присутствуют сегодня на нашем празднике. Нам очень хочется сказать им огромное спасибо, поблагодарить за долгий, добросовестный труд. Здравствуй, утро доброе, город мой родной. День встает особенный над моей страной. Потому что с радостью именно сейчас школа наша новая принимает нас. Хайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар, мұғалімдер және балалар. Барлығымыз күткен күн келді. Бүгін біздің мектептің ғана емес, бүкіл қаланың мерекесі. Бүгін біз татар өнер мектебінің жаңа ғимаратына алғашқы сапарды, алғашқы экскурсияны ұсынамыз. Добрый день, уважаемые гости, учителя, родители и дети. Вот и наступил день, который мы все так долго ждали. Сегодня праздник не только для нашей школы, но и для всего города. Сегодня мы презентуем первое посещение, первую экскурсию в новое здание Татарской школы искусств. Хәйрле көн, хөрмәтле кунаклар, укытучылар, әти-әниләр һәм балалар. Безнең сезләр белән көтеп алынган көн дә килеп җитте. Бүгенге бәйрәм мәктәбебез өчен генә түгел, бүген бөтен шәһәр өчен бәйрәм. Бүген без Татар сәнгать мәктәбенең яңа бинасына беренче тапкыр күренә, беренче экскурсияны тәкъдим итәбез. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют те, кто стоял у истоков этой работы, у истоков создания Татарской школы искусств. И от имени всех родителей, выпускников, учеников я говорю ветеранам огромное, большое всем спасибо. Да, нового современного здания
мы ждали очень долго. В ноябре 2019 года, учитывая огромный вклад татарской школы искусств в сохранение и распространение татарской культуры, Республика Татарстан приобрела и перевела в безвозмездное пользование историческое здание города. И сегодня мы от всей души благодарим президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова и всех, кто содействовал решению данного вопроса, за большую светлую новую школу. Переходим к поздравлениям, добрым праздничным словам. Всех, кто жаждет выступления, мы сейчас представим вам. Наш директор самый-самый энергичный, деловой. Правда, строгим и упрямым тоже может быть порой. Но без этих качеств нужных школ не было вовек. Наш директор самый мудрый, дальновидный человек. Слово предоставляется директору школы Габдулхаку Габдуловичу Ахунжану. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, шын көңілден құттықтаймын. Келесі мерекелермен 1 октябрьда бізде ұлы кісілердің байрамы. Первым мы отмечаем День пожилого человека. Мы вам желаем крепкого здоровья, счастливого долголетия, любви, удачи, чтобы вас внуки, дети ваши радовали. У кого-то, может быть, уже и правнуки есть, я знаю. Вот, чтобы не только вы, не только ваши дети и внуки, но и правнуки нашли под чистым казахстанским небом свое счастье. Ну, а теперь от вашего имени, от своего, здесь есть представители Дома дружбы, здесь есть музея Федора Михайловича Достоевского, вот, Рахматлярбыз, Набельдрабыз. Теперь ваше поколение, за вами идем мы, за нами идут следующие. Сегодня у нас большой праздник, потому что сегодня в гостях у нас вы. Если бы не было ваших выступлений, если бы не было выступлений ваших внуков, если бы не было рисунков, на гитаре играют, новые лауреаты, новые Хайбулин у нас на сцене появляются, берут места. И чтобы это так было, как Нурсултанович говорил, мәңгілікке, мәңгілікке татарлы жер изінде юғалмасын. Сегодня с радостью, именно сейчас, школа наша новая принимает нас, суперсовременная, светлая, большая, наша татарская, ты одна такая. Обещаем, что не зря школу открываете, вы о нас еще не раз через СМИ узнаете. Этот день мы очень ждали, с волнением, с нетерпением, и сегодня отмечаем школы день рождения. Мы будем жить здесь очень дружно, и станет школа общий дом. Здесь для учебы все, что нужно. Спасибо всем за дом такой. От мальчишек и девчонок поздравления от души. Наша школа просто сказка, не учиться будем мы. Настает торжественная минута, волнующий, трогательный момент. Мы открываем двери новой школы. На радость детям открывается школа. Пусть дань традициям, которые мы чтим. Разрезана сегодня будет лента перед прекрасным будущим своим. Право перерезать символическую ленту предоставляется директору школы Ахунжану Габдулхаку Габдуловичу.